На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 25 мая. В детских садах Чебоксары и Новочебоксарска снова тепло. Напомню, отопление в столице республики отключили еще 4 мая. Однако на улице резко похолодало. 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднималась и до плюс 8 градусов. В связи с этим в столичной мэрии приняли решение возобновить отопительный сезон в дошкольных учреждениях. На днях температура в группах столичного детского сада «Непоседа» не превышала и 18 градусов. Дети ходили в теплых кофточках, колготках. Сейчас, по словам заведующей дошкольным учреждением, температура комфортная – 22-23 градуса. У нас начались выпускные утренники. Первый утренник уже прошел в этом корпусе. Дети в очень комфортных условиях. Прошел утренник. Детям было тепло, уютно. Девочки в своих бальных платьях чувствовали себя очень комфортно. По данным столичного управления образования, тепло пришло уже в 100 детских садов. Осталось подключить еще 14 дошкольных учреждений. А эта новость будет интересна тем, кто часто перемещается между Чебоксарами и городом-спутником. Перевозчик на маршруте 101С, у которого на прошлой неделе лизинговая компания изъяла автобусы, обратился с просьбой в региональный Минтранс продолжить осуществлять пассажирские перевозки на автобусах среднего класса, визуально напоминающие большие синие маршрутки. Несмотря на то, что по этому маршруту должен курсировать транспорт классом выше, профильное ведомство дало добро. Теперь до конца недели перевозчик должен поставить на рейс необходимое количество автобусов. В противном случае договор будет с ним расторгнут. Тандем спорта и искусства. Осенью в рамках программы «Шахматы в музеях» в нашей республике пройдут суперфиналы женского и мужского чемпионатов России по шахматам. Баталии развернутся в Чувашском художественном музее. Как в Чебоксарах идет подготовка к проведению игр, обсудили в Ледовом дворце. Планируется, что 24 лучших шахматиста страны будут соревноваться с 10 по 23 сентября. По итогам игр определятся победители суперфиналов 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го среди женщин. Конечно, концептуальное музейное пространство, оно, в общем-то, для проведения турнира, оно очень подходит, потому что залы просторные, светлые. Но один минус есть акустика, очень большая акустика. Вот здесь вот мы вышли из положения следующим образом. Залы, где будет проходить турнир, мы будем настил из ковролина делать, чтобы немножко заглушить звук, потому что, когда гроссмейстеры играют, это тотальная тишина должна быть. Умные спортивные площадки с виртуальным тренером. Нет, это технологии не будущего, а уже сегодняшнего дня. Опробовать их скоро смогут и жители Чувашии. На создание таких инновационных площадок правительство России выделило регионам дополнительно более 3 миллиардов рублей. 132 миллиона получит Чувашия. На умных спортплощадках могут заниматься люди разного уровня физической подготовки и возраста. На каждом тренажере будет размещен QR-код, отсканировав который можно будет получить инструкцию по индивидуальным тренировкам. Еще одна из фишек – оснащение таких мест точкой доступа для выхода в интернет. Так, до 2024 года в нашей республике появится 3 умные спортплощадки и 1 модульный спортивный зал. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».